Ана тарафын программасында біз анада сеза Гагаузия башкан адына оркестру сөйчен. Неже о курулду, ким burada çalışır, hem нейлен музыкантлар insanları sevindirirler. Духовой оркестр Башкана Гагаузии обладатель ряда наград на республиканских и международных конкурсах. Этот год у них юбилейный, более 55 лет они посвятили работе на сцене. Свой юбилейный год музыканты отмечают рядом концертов на сцене Дома культуры. Как проходят репетиции и чем радуют музыканты наших зрителей, мы расскажем вам в программе «Ана тарафым». С самого начала года мы концертируем и решили в Камрате показать наш концерт, наши достижения в музыке, в оркестровой исполнении. Поэтому, коль у нас год юбилейный, то мы планируем еще на осень провести более с новой программой, с новыми успехами концерт праздничный. Возглавляет с 2007 года духовой оркестр художественный руководитель и маэстро ин арте Юрий Васильевич Тараненко. Юрий Васильевич, можете нам сказать, как вам удалось сплотить столько людей и как удается профессионально наладить работу? Ну, в первую очередь надо сказать, что это единомышленники, люди, которые любят духовую музыку и также подобраны с профессиональным уровнем. Юрий Васильевич, какова история вообще вашего оркестра? Сколько человек играло в самом начале вашего творческого профессионального пути и сколько сейчас участников оркестра? Оркестр к разным относился, к администрации. Потом был период, что мы работали, относились к примарии. И с 2016 года мы относимся под управление культуры. Вот. И с тех пор мы стали называться духовым оркестром Башкана Гагаузии. Гагаузская, молдавская и болгарская музыка в исполнении духового оркестра часто украшает многие концерты. Музыканты постоянно совершенствуют свое мастерство, чтобы их выступления всегда проходили на высоком уровне. Какой же концерт без воспоминаний о том, как все начиналось? Могли ли люди, которые очень давно работают в этом оркестре, подумать еще тогда, что этот коллектив будет настолько нужен нашей Гагаузии, что их творчество будет настолько завораживать зрителей?
В коллективе духового оркестра есть корифеи, которые стояли у основания, на которых держится. Я думаю, что это искусство. Скажите, с какого года вы пришли в духовой оркестр? Как вам здесь работается? И что вдохновляет вас? Дело в том, что оркестр до меня тоже существовал. И я помню, тогда руководил оркестром Семен Филиппович Арманжи. И, собственно, он меня пригласил: давай, если хочешь играть в моем оркестре. Я говорю, я не владею инструментом, как бы, я теоретик. И он предложил: давай, возьми тубу, это очень редкий инструмент, бейн и бас, и поступай, подготовь программу, поступай, и после этого придешь ко мне в оркестр. И я, в принципе, так и сделал. Он меня как бы наставил тогда, хотя я уже работал, преподавал в музыкальной школе. И вот в 1985 году я закончил, но в это время я уже начал играть в оркестре где-то в 1983-м, 1984-м, точно не могу сказать, но то есть уже овладел как бы этим инструментом достаточно, чтобы участвовать вот в этом оркестре. Мы стали ездить на конкурсы с Семеном Филипповичем, тогда было такое время. Да и здесь тоже устраивались вот эти вот соревнования различные. Поэтому где-то так, 83-84 год. А что тянуло, что, может, вдохновляло вас для того, чтобы приходить играть? Ну, давайте начнем с того, что духовой оркестр – это все-таки живая музыка. Вот эта любовь к духовой музыке, она с детства, можно сказать. А вот ваш инструмент, вообще что-то возможно на нем так изобразить? Сыграть? Да, Да, сейчас. конечно. Вот моя мечта – поиграть на сизофоне. Инструмент вешается на плечи, Так. раструб вот здесь вот над головой, и тогда весь оркестр звучит. Он дает хороший фундамент. А здесь у него вот это вот расширение, это раструб. Он уходит вверх звук. И оркестр не всегда слышит то, что я играю. Это 2 раза играется. Ну, есть и другие тоже сольные такие номера. В общем, такой вот инструмент. Самый низкий. Вячеслав, как давно началась ваша творческая карьера в оркестре? А почему нравится это творчество? Что вас сюда тянет? Что вдохновляет? Начнем с того, что я с детства учился на духовом инструменте в музыкальной школе. Потом, после музыкальной школы, я поступил в музучилище Кишиневе имени Штефана Няга. Там проучился с 1989 года по 1993. Благодаря Семену Васильевичу Пометко, Царство ему небесное. Вот он тогда нас дал нам путь, дал нам идею в жизнь. Говорит, давайте вот так и так, поступайте дальше, учитесь. Проучились мы там до 93 года. Конечно, как раз был переломный период, 89, 90, 91. Все это помнят, какой период это был, нелегкий. Но мы выдержали, и слава Богу, дошли до сегодняшних дней. После училища я приехал в Камрад. Мне предлагали остаться в Кишиневе, поступить в консерваторию, но я категорически сказал нет, я еду на родину, я буду служить своей родине. Вот 93 года я вот свою деятельность веду в Дюзове, потом духовой оркестр у нас создали, там проработал, вот по сегодняшний день. Вы сегодня играете на 2 инструментах, я так понимаю. И у меня будет просьба сыграть нам что-нибудь.
Спасибо, очень душевно, прекрасная мелодия. А второй инструмент, если можно, тоже, что вы нам сыграли? Что я хотел бы пожелать всем, в первую очередь, мира во всем мире, добра, здоровья. Без этого нам никуда. Если это будет, то мы все остальное мы добудем, соберем, сделаем. Хочу пожелать всем успехов, чтобы наш оркестр процветал. Мы ждем в ответ в коллектив оценку наших зрителей, как они нас оценят. Я думаю, что мы на сегодняшний день неплохо себя поставили и достойно покажем. Иван Лазаревич, с чего начинался ваш творческий путь в духовом оркестре? Как вы пришли в оркестр? Меня пригласили еще, когда, будучи был дирижером Федор Васильевич Петрович. Вот. И, конечно, сравнить уровень оркестра того времени и сейчас – это большая разница. Сейчас влились много молодых музыкантов, много профессиональных музыканты, которые работают над собой, работают над своей программой. Вот. И много молодежи, что, конечно, отражается на качество звучания оркестра. Ребята стараются, и есть уже определенные успехи. Вот. Если мы раньше могли играть в основном марши, вальсы, какие-то небольшие миниатюры, польки, так сейчас есть серьезное произведение. Мы играем Глен Миллера в «Настроении», это джазовое произведение. Играем молдавскую сюиту, тоже, кстати, ее только мы играем, никто в Молдове ее не играет. Это написано специально для нашего оркестра. Вот. Играем, опять же, у нас будет 2 солиста, 2 трубача. Иван Лазаревич, я знаю, что вы являетесь одним из идейных вдохновителей вашего оркестра, вам принадлежит много произведений. Вот что вас вдохновляет, что вы хотите отразить в тех произведениях музыкальных, которые вы сегодня раскрываете перед зрителем? С оркестром мне очень приятно работать. И порой иногда бывает, конечно, какие-то широковатости, может быть, даже трения. Почему? Потому что мы берем уже серьезные произведения. Многие музыканты у нас в оркестре в основном привыкли играть народные вещи, гагаузские, молдавские, болгарские. А с классикой, с эстрадой, с джазом они не сталкивались. И поэтому и им интересно, а мне тем более интересно, когда они видят успехи уже своего труда, когда уже что-то получается, вырисовывается, тогда, конечно, и я получаю удовольствие от этого огромное. В репертуаре оркестра более 200 произведений. Среди них народная, джазовая и эстрадная музыка. Репертуар постоянно обновляется. Это, по словам руководителя, держит музыкантов в тонусе. Стараемся шагать со временем, потому что культура – это всегда, которая должна обновляться. И должен зритель интересоваться, интересную музыку играть, тогда и слушатель будет заинтересован прийти и на концерты, и быть довольным в конце концерта. За 55 лет своей деятельности оркестр доказал свою значимость. Его поддерживают на всех уровнях власти, понимая, как важно иметь свой оркестр. Оркестр Башкана Гагаузии звучит очень достойно. Скажите, есть понимание и поддержка со стороны представителей власти? Есть управление культуры, нам пошили красивые костюмы, инструменты подарил Татарстан. Вот, и сразу повлияло на звучание оркестра и на вид оркестра. Есть в оркестре
так скажем, идейные вдохновители, которые помогают создавать новые произведения, которые двигают, так скажем, творчеством? Мы используем разные мнения. В основном, конечно, ложится выбор программы это на руководителя, на дирижера. И также есть у нас работает аранжировщик Лазар Калоев, который успешно, отлично справляется со своей работой. Все произведения, которые сегодня услышите, это его работа. А что вдохновляет, например, вас на создание новых произведений? Ну, нравится музыка, нравится, и хочу показать, что оркестр может это исполнить тоже на хорошем уровне, на мировом уровне, мировую музыку. Какие произведения вы могли бы назвать изюминками вашего репертуара? Есть такие? В нашем репертуаре изюминкой являются те произведения, я считаю, народные произведения, переложенные для нашего оркестра. Но есть такие произведения, которые, вот, скажем так, визитная карточка, можно сказать, вашего духового оркестра, которые вы могли бы назвать нам? Вот мне, например, интересно, чем сегодня гордится духовой оркестр? У нас есть произведение, называется «Буджатские напевы». А это было одно из первых произведений, которое написано еще 2007-2008 год. Туда вошла украинская песня, это «Напевы Буджака». Вот. Туда ушла украинская песня, молдавская и также гагаузская «Ай, камрад», но в другом ритме. Очень часто мы видим ваши выступления на сцене, но и довольно часто вы исполняете ваши произведения в различного рода торжественных шествиях. Вот скажите, насколько сложно сегодня исполнять такую музыку в ходе шествий, да, походе? И на сцене? И в чем отличие, особенности? В походе сложнее. Это привычка и уже обученные люди идти в движение и исполнять музыку. У вас среди музыкантов можно увидеть довольно необычные, скажем так, для оркестра инструменты. Для чего такое многообразие необходимо? Для чего вы применяете это? В состав духовых оркестров входит там 4-6 групп. Они отличаются. Например, группа кларнетов, это деревянные инструменты, группа саксофонов, группа тенор, баритон, тромбон и басы. Все они необходимы. Всегда на помощь музыкантам приходят исполнители, сольные исполнители. Вот кто у вас самые такие, не знаю, известные, уже опытные, которых хотелось бы сегодня сказать, которых хотелось бы отметить? Но были произведения, которые исполнял Иван Лазарович, это Дермеджи, Фиеста. Сейчас у нас есть молодые исполнители, это Михаил Мишуогло и Артем Иварлак. В нашем оркестре можно заметить такую цепочку. У нас есть учитель, который рядом, можно назвать, есть дедушка, есть сын и есть правнук. Ой, как классно. А кто это? Можете нам назвать фамилии? Нам интересно. Федор Петрович Тодорогло. Вот вокруг него, считайте, вот эта династия. Он уроженец Камрата, работает в музыкальной школе много лет. И также много воспитал и воспитывает еще музыкантов, кларнетистов, саксофонистов. Трудится плодотворно, поэтому и результат. Ben уже çok yıl çalıştım bu orkestrada. Bence bitirdim Küşnuf'ta müzikal kolleji Stefaniyaga 98. yılda. Ben geldim buraya. Bir yapılava ile iyilik Allah işabi. Bizim müşteriler bizi öğrettiler. Yine oldan biz bile işledik de. Var Fedor Petrovich, o burada ben müşterim müzikal şkolada öğretti bir. Ben söylemeye sevindim. Yani ben de yetiştim o kadar. Yani onun bile işlerim. O şimdi da hep işler, hep söylemeye öğretiyor bizi. Yani уже biz onu öğretiriz ne zaman. Hem de var çocuklar geldiler, уже
Benim uşaklarım kimi ben vakitçisine öğrettim. Ve biz şaka söyleriz, bir müşterim önce baba, ben çocuk. Bu da çocuklar, onlar bize внукlar önce, ona deniyor, ona уже внукlar. Ona da şimdi öğretirler. Ну, в первую очередь, это научился играть на инструменте. Первые азы, первые звуки, гаммы, этюды, ну, вот вся вот эта рутина. Концерт – это верхушка айсберга, а что там на дне находится, только музыканты знают, да. И что же находится на дне у Николая? Сотни часов, наверное, а может тысячи, может переболело уже, не знаю, не читал. Но на самом деле работа, она всегда не стоит на одном месте. Если стоишь на одном месте и думаешь одними теми же мыслями, то ничего не происходит. Всегда кажется, неделю позанимался, и, блин, что так до этого занимался? Надо по-новому заниматься. И вот этот процесс, он постоянно. Что молодежь готова привнести в творчество духового оркестра? Что можно было бы, на твой взгляд, на сегодняшнем этапе, например, поменять в лучшую сторону? Но это нормально, когда молодые люди приходят с другими взглядами. Они видели одно в другом месте, видели другое, приносят. Очень хорошо, когда люди прислушиваются. Духовая музыка – это своеобразный уникальный жанр с древними традициями, имеющий огромное число любителей. Духовой оркестр обладает огромным воспитательным и эстетическим потенциалом. Только вслушайтесь, насколько многогранна эта музыка и сколько она таит в себе сюрпризов. Игра на инструменте, духовом инструменте, она заставляет держать определенную физическую форму. И это работа над дыханием. Это работа над постоянным вот этим вот своим тонусом, чтобы быть в форме, потому что если ты тяжело дышишь, если ты не можешь удерживать длинные фразы, особенно на таком большом инструменте, то, естественно, не будет получаться тот звук, то качество, которое требует вот от участников оркестра. Поэтому приходилось заниматься постоянно. То, что было наработано, чтобы поддерживать эту форму, надо обязательно заниматься практически каждый день. Поэтому это очень тяжелый труд, скажем. Кто не понимает, конечно, может думать, что они получают только удовольствие. Но для того, чтобы получить удовольствие, надо очень долго и много заниматься. Вот. Я опять же хочу сказать, что много молодых ребят, которые на самом деле они занимаются и стараются, и у них есть успехи. Можно позавидовать даже некоторым солистам. Физическая и умственная подготовка тоже очень важна, потому что музыка это в первую очередь идет отсюда, а голова уже она регулирует это все, весь этот процесс. Коллеги по музыкальному искусству всегда рады притворить идеи музыкантов оркестра в жизнь и организовать для зрителей концерт, порадовать их своим творчеством. Основной репертуар сольный исполняет Виктор Сырф. Geçir yıllar be yıllar, geçir yaz kış var, lekin ayıl neyle, kalarsınız siz yıllar. Kalbim yırlamak istey, gönlüm yırlamak istey, canım yırlamak istey, kaydasınız yılları. Yıllarım, yıllarım, sessiz benim sırlarım, onu bırakmır sizde, sevin yıllarım. Yırlarım, sessiz benim sırlarım. Oğlum Raymer mi sizde, sevin yırlarım.
Ben orkestrda уже 10 yıla yakın уже ben çalışıyorum burada. Geliyiz, o bizim işimiz. Böyle şenletme, insanı sevindirme, gösterme ne beceririz. Dуховой orkestrayla işleme. Başka yerde de üstüpat ederiz, işleriz, geziyiz. Rusya'ya gittik, Belarus'a gittik, gösterdik ne beceririz. Şükür hepsiyle. Böylece olsun. Отрадно, что коллектив оркестра пополнился и молодежью. Это значит, что работать здесь престижно и почетно. Среди молодых исполнителей Елена Паче. Çoğu bilirim ben küçükten de bu zanata bağlandım da bana dini bu duyguları yok nasıl anladığım birine salt muzikant beni anlayacak bir taraftan var nasıl böyle söyleyeyim. Ben çok sevinirim açan insan gelir de bizi kutlar biz gördüğüne insanın gülüşünü biz de bütün yürekle onlara din çalarız. Açan ardımda var bir büyük orkestra o zaman bacaklarım biraz titrer çünkü lazım olmar dikkat de birbirimizi tutturma. Bu bir ансамбль olur o zaman. Концерты духового оркестра всегда полны поздравлениями, сюрпризами и, конечно же, красивой музыкой. Что-то зрители слышат впервые, а есть и давно известные всем композиции, кажущиеся такими родными и близкими каждому человеку, сидящему в зале. Я хочу пожелать своему коллективу, конечно, прежде всего творческого роста, потому что человек, у нас музыканты, они все живут этим. И когда есть успехи, естественно, они получают огромное удовольствие. Пожелание оркестру я бы хотел бы все-таки надеяться на то, что у нас все-таки будет прибывать еще больше музыкантов, чтобы у нас штат был побольше. И, естественно, дополнительные инструменты, которые крайне нам необходимы. Вот. И, естественно, будем работать для нашего народа, для блага всех. Работа оркестра, чтобы не прекращалась, чтобы еще долго звучала духовая музыка, чтобы молодые обязательно приходили. Потому что есть, знаете, в профессиональном духовом оркестре 25 лет поиграл, и на пенсию можно уходить. Поэтому хотелось бы уже, чтобы молодые играли, потому что энергия нужна, сила нужна. И, конечно, качество инструментов очень важно, потому что эти инструменты, это инструменты, которые уже по третьему кругу своего ресурса идут. Это советские бывшие инструменты, сейчас есть очень качественные инструменты. От этого зависит качество звучания оркестра. Sevdiğim, görüyorum, bizim ardımızda da kimse kalacak. Hani olsun yutuyordu orada sevindirsinler insanın becerisinden, ne gösterisinden ne beceriyor, beceriyor uşaklar. Уже seviniyiz biz de. Hani bizim de ardımızda kimse kalacak. Pek seviniyiz açan uşaklar gelirler seyretine dil hani onları yolladılar, getirdiler buraya. Ama ona kendi geldiler. Bela olası çok uşak bela olarsa da bizim bu orkestr kaybetmeyecek, bizim bu orkestr gidecek öte. Музыканты оркестра популяризируют духовую музыку, вызывая к ней трепетное отношение как к большому искусству. Исполнители дали понять своим поклонникам, что они и далее по-новому будут радовать их своим творчеством. А самое главное – задевать невидимые струны души, делая их счастливее. Все очень хорошо, побольше таких концертов, людей лучше зазывать, потому что мало зрителей, но концерт очень уникальный и очень хороший. Порадовались от всей души за то, что у нас есть такие музыканты. Sevinirim hani var böyle orkestr, sevinirim hani insan çalışır da bizim kültürümüzü korurlar. Dуховой orkestr yok çok yerde. Ama bizde Gagavuzya'da onlar çoktan bu çocuklar
pek büyük profesyonellar. Мне очень нравится, конечно, хорошо, что у нас есть такой оркестр, и это наш, прямо гагаузский. Мне он нравится, хотя я гагаузский не сильно понимаю, но там и были русские песни. В общем, я довольная. Очень здорово. Отдохнули. Прекрасно все. Мы даже танцевали. Да, понравилось. Очень даже понравилось. Эмоции переполняют, конечно. Очень рад, что у нас такие вещи проводятся, концерты, я имею в виду. Прекрасно все. Живая музыка, это ничем не заменить ее. Я помню, музыканты еще в начале 90-х, да, и они в разы, в десятки раз выросли над собой. Исполняют такие тяжелые репертуары, что только нам можно завидовать. Спасибо тем преподавателям Гормажа, который был, да, действительно наставник тот, я помню, человек мудрый был, талантливый. И по сегодняшний день духовой оркестр тоже сохранился от имени того, что человек не оставил, заимел волю, силу и оставил нам вот это поколение, которому мы сегодняшним днем радуемся, приходим и проводим время свое. Невероятные эмоции возникают, когда прекрасные голоса звучат под исполнение оркестра. Они настолько гармонично сливаются в одно единое целое, дополняя друг друга, заставляют сердца зрителей биться чаще. Swimming more like a flower painting in the breeze. Then it means sway with things. When we dance, we have the day with me. Stay with me, sway with me. Творчество оркестра – это целая эпоха. Мы желаем музыкантам хранить в каждой ноте любовь и преданность своему делу. Пусть яркими и насыщенными красками будет расписана картина вашего творчества. Создавайте новые интересные произведения на радость зрителей Гагаузии. Наш концерт подошел к концу, но мы с вами не прощаемся, а говорим вам всего лишь до свидания и до скорых встреч. Ана тарафын программасында biz ileri doğru da size anlatacağız Gagauzinin en talantlı insanları için, автономияның en meraklı olayları için, hem Gagauzinin kultura zenginliği için. Bakın bizi, biz size her zaman en meraklı işleri açıklayacağız.